Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу, как играть в подростка Пати. Подросток Пати — это азартная карточная игра с комбинациями, которая очень похожа на карточные игры по типу трехкарточного покера. Я, кстати, снимал видео про трехкарточный покер. Так что, если вы умеете играть хотя бы одну из этих игр, подросток Пати вам будет легче в сложности. Для игры нужны обычные колоды из 52 карт от 2 до тузов без джокеров и предметы по типу покерных фишек. Сюда. Старшинство карт обычные, то есть двойка, тройка, четверка, пятерка, шестерка, семерка, восьмерка, девятка, десятка, валет, дама, король, туз. То есть двойка самая младшая карта, туз самая старшая. Количество игроков это 4, 5, 6 или 7. Цель игры – получить определенное количество фишек. Раздача. Каждый игрок создает анты, а в этом примере пусть будет 4 фишки. В горшок, то есть сюда. И получает 3 карты, одной карты за раз. Так. Потом раздача завершается, начинается розыгрыш. Короче, игроки могут посмотреть свои карты. Эти игроки называются синами, то есть от английского слова син виден сюда. Или могут оставить свои карты рубашкой вверх, то есть как тут такие игроки называются блайндами от английского слова blind слепой. Сюда. Начиная с игрока слева от сдачка, каждый ход это расположение определенного количества своих фишек в зависимости от данного числа ставки или вариант сложить, то есть перестать участвовать в раунде. И это. Короче, число ставки, первоначальным числом является анты, то есть сейчас в этом примере данным числом ставки является 1. Сюда. И это. Короче, игроки сины, то есть те, которые посмотрели свои карты, если они хотят положить фишки, они должны сказать, должны положить количество удвоенного числа ставки или количество числа ставки, но число ставки является учетверенным, то есть умноженным 4 раза. А еще это слепые игроки, блайнды, они могут потом посмотреть свои карты и стать синами. То сюда. И это. И если блайнд ложит свои фишки,
число ставки увеличивается на количество расположенных, точнее, на количество фишек, расположенных блайндом. Если игрок Син ложит свои фишки, тогда число ставки увеличивается на половину расположенного количества фишек игрока Сина. Это сюда. И это. И так, извиняюсь за паузу долгую. Короче, единственный игрок, который еще участвует в раунде, он забирает все центральные фишки. Но если остается два таких игрока, тогда один из них может позвать шоу. И чтобы это сделать, он должен удвоить расположение своих фишек. Короче, он должен положить свои фишки в горшок. И то количество должно быть удвоенным числом ставки. Ты сюда. И потом, после шоу, после шоу владелец самой старшей комбинации забирает все центральные фишки. Потом раунд вместе с розыгрышем завершается, начинается следующий. Сюда. Итак, о комбинациях. Итак, я сейчас буду о них рассказывать в порядке возрастания старшинства. Самая младшая комбинация — это это старшая карта. Старшая карта, то есть любая комбинация младше пары. Если старшие карты равны, сравнивается самая старшая карта в комбинации. Если самые старшие карты равны, сравниваются следующие старшие карты. Если они тоже равны, тогда уже в последний раз сравниваются самые младшие, третьи по счету карты в комбинациях. Сюда. Следующая комбинация — это пара. Две карты одного ранга. Если пары равны, сравнивают две карты одного ранга. Если две карты одного ранга равны, в последний раз сравнивают третью карту не в паре. Сюда. Следующая комбинация — это флэш. Три карты одной масти. Если флеши равны, сравнивают ранг карт. Сюда. Ранг карт. Следующая комбинация — это стрит, то есть три карты, идущие ровно по старшинству, например, 2, 3, 4. Потом идет стрит флэш, три карты одной масти, идущие ровно по старшинству, например, червовая двойка, червовая тройка и, наконец, червовая четверка. Ну и, наконец, следующая, последняя и самая старшая комбинация — трио. Три карты одного ранга. Сюда. Итак, партия идет до определенного количества. Партия идет до тех пор, пока один игрок не получит определенное количество фишек. В таком случае все игроки, кроме одного из них, проигрывают. Или до тех пор, пока не остается один игрок без определенного количества фишек. В таком случае все игроки, кроме одного из них, выигрывают. Сюда.
Итак, я рассказал вам все про эту игру. Надеюсь, вам понравилось видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в подростка пати. И так как мне больше нечего сказать, я на этом завершаю видео. Так что всем пока.